В 2023-м из Коми на Донбасс отправили более 400 тонн гуманитарного груза. Как для мирных граждан, так и для военнослужащих. В их числе на фронте сегодня воюют и добровольцы. Люди разных возрастов, профессий, убеждений. По зову сердца идут защищать интересы Родины с оружием в руках. О них Алена Ладыгина. Сидим, вот, пережидаем обстрел. Сармат башкой только крутит. Пес Сармат и хозяин Андрей Мухин в представлении не нуждаются. Они в числе первых из Коми отправились в зону проведения специальной операции. Тогда, в марте 22 года, многое было неясно. Статус добровольца еще не был официально утвержден. Но Андреем двигал душевный порыв защищать родину. За спиной были командировки в Чечню, поэтому он решил во что бы то ни стало попасть на фронт. Когда началась спецоперация, я, не задумываясь, в феврале, в конце февраля, начале марта я сел в машину, взял Сармата и поехал в Ростовскую область, попытался как-то так, попасть на спецоперацию. Но, естественно, ничего у меня не получилось, таких там очень много. И когда я приехал домой, то узнал, что президент разрешил добровольцам участвовать в спецоперации. Сразу же пошел в военкомат, и когда мне сказали, через 2-3 дня поедешь, я говорю, да, я поеду. Андрей и Сармат попали в состав первого добровольческого штурмового батальона «Барс-1». Там овчарка служила охранником, находила мины и даже стала негласным талисманом подразделения. Однако не все отцы-командиры хотели брать в свое подразделение четвероногого бойца. Начальник полигона в категоричной форме мне сказал, говорит, иди выведи собаку за забор, пристрели, потом придешь. Я ему объясняю, что собака служебная, собака боевая, талисман, она уже была, прошла. Нет, и все. И после того, как я уже обратился в военкомат, наш по телефону позвонил, было принято решение Москвой собаку оставить. Потом верный пес не раз спасал жизни бойцов, но себя не уберег. Во время второй командировки Сармат погиб, защищая своего хозяина. После на фронт потянулись не только простые граждане, но и депутаты, и даже целые министры. Экс-руководитель регионального Минздрава Игорь Дягилев не раз выезжал в новые регионы, чтобы помогать местным медикам. После одной из таких командировок решил для себя, что уйдет добровольцем на фронт. Там боец с позывным «Министр» служил в медицинском отряде специального назначения, спасал жизни бойцам за операционным столом. Нередко и сам выезжал на передовую, эвакуируя раненых. Бахмута, съемки, сейчас забрали бойца раненого, ему тяжело, сейчас сделали обезбол, у нас все с собой, здесь шприцы, препараты, отдельный очень хороший рюкзак. Владимир Уйба наградил его медалью Республики Коми за верность долгу. Это поступок настоящего гражданина, который заслуживает глубокого уважения, отметил глава Коми. Сейчас Игорь Дягилев приехал домой на побывку, но подумывает о том, чтобы вновь вернуться на передовую. Целый мост, вот эта часть, крайне, приблизь ее. Бугай, огонь! Максим Крайн с позывным «Депутат» до начала частичной мобилизации выиграл выборы в Совет Сосногорска. Но когда пришла повестка, не стал бегать от военкомата, а добровольно пошел на фронт. Максим в прошлом координатор ЛДПР по Коми, сейчас командир взвода разведки. Чем больше здесь у нас будет военнослужащих, тем быстрее закончится война. Война за очищение нашей русской исконной земли от нацистов, от украинского режима. Поэтому еще раз вам большое спасибо. Нам очень приятно, что вы помните, не забываете. Хотел бы выразить благодарность нашему главе Республики Коми, главам муниципальных образований за вашу помощь, жителям республики, за вашу помощь, которую вы вкладываете в нашу общую победу. Ваше внимание, ваши письма, посылки очень греют наши сердца. Это очень приятно. Весной этого года на митинге в поддержку СВО мэр Воркуты Ярослав Шапошников заявил, что отправляется добровольцем на фронт. Он – участник контртеррористической операции на территории Чечни, а люди с боевым опытом как никогда нужны сейчас там. На передовой экс-градоначальник стал командиром отряда «Печора», куда активно набирает бойцов. К нам в настоящее время присоединились уже и воркутинцы, и сыктывкарцы.
и астраханцы, и костромичи, потому что здесь, на этой земле, которую испокон веков защищали наши предки, сплачиваются все. Дорогие товарищи, мы ждем в своих рядах всех. Ждем артиллеристов, ждем разведчиков, механиков, да всех. На фронт отправился и первый вице-мэр Сыктывкара Александр Можигов. Действие его трудового договора с администрацией столицы Коми на время службы приостановлено. На сегодня 486 тысяч человек заключили контракты на прохождение военной службы для защиты страны. Об этом президент России Владимир Путин рассказал в рамках прямой линии. И поток наших мужчин, которые готовы защищать интересы страны с оружием в руках, не сокращается. До 1500 человек ежедневно, сознательно и добровольно подписывают контракты. И это пример беззаветного служения Родине, добавил президент.